Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в YouMoney, это бывшие Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов. Речь идет об электронных кошельках, открытых и закрытых после 1 апреля 2020 года. Именно тогда вступили в силу изменения в налоговый кодекс. Это следует из вышедшего указания Банка России, который устанавливает порядок передачи такой информации. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция. Новые правила обращения денег, включая наличные, вступят в силу после новогодних праздников. Изменения коснутся и снятия денег в банкоматах, а также некоторых переводов. Новые правила обусловлены поправками в закон о противодействии легализации доходов. По мнению экспертов, они облегчат жизнь легальному бизнесу и закроют лазейки компаниям, ведущим двойную бухгалтерию. Из перечня операций, подлежащих контролю, будут исключены платежи через небанковские учреждения и по анонимным счетам. Под контроль попадут наиболее специфичные операции банков, организаций сферы страхования, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга, а также любыми операциями, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Стоимость переписи населения в России в традиционном формате оценили в 60 миллиардов рублей. Цифровая перепись позволит сократить траты почти в 2 раза, до 32 миллиардов рублей, сообщил глава Росстата Павел Малков. По словам чиновника, при переходе на новый формат переписи Росстат сместил акценты распределения средств. Около 60% из 32 миллиардов рублей пойдут на оплату труда наемного персонала. Еще примерно 30% потратят на информационные технологии. Он добавил, что при переходе на электронную перепись сократилось количество переписчиков. Кроме того, отпала необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, на что приходился большой объем работ. Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, станет первой цифровой переписью в истории страны. Первоначально предполагалось, что она пройдет в октябре текущего года, однако в июне постановлением правительства ее перенесли на более поздний срок. Эксперимент по маркировке биологически активных добавок пройдет в России. Такое решение приняла Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что это не значит скорого введения маркировки. Эксперимент проводится не день, не два. По лекарствам было больше 3 лет. Мы 3 раза откладывали внедрение. По молочке тоже достаточно долго. Минимум год-полтора проходит эксперимент, сказал Евтухов. Единая национальная система маркировки и отслеживания товаров будет создана в России к 2024 году. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производителя, дату, время и место выпуска. Фонд капитального ремонта Якутии сообщил, что по состоянию на 17 декабря 2020 года по городу Якутску задолженность составляет 391 миллион рублей. За период 2020 года в судебные органы направлено 11 462 исковых заявлений на сумму 125 миллионов рублей. Отмечается, что задолженность по взносам свыше 4 тысяч рублей влечет за собой начало исковой работы, но в то же время физическим лицам, имеющим задолженность по взносам на капремонт более 4 тысяч рублей, предоставляется возможность заключить соглашение о реструктуризации долга. Собственнику, подавшему на реструктуризацию задолженности, будет предоставлена рассрочка платежа на период от 3 до 9 месяцев и установлен график платежей.